Опа, опа, опа. Вот натяжка хорошая. Налим, друзья, налим, налим. Налим. Бля. Раз есть, два есть. Вижу 3 язей. Второго взяли. Третьего взяли. Так, и там еще что-то есть. 4-го взяли. 4 язя, друзья. Рекорд. Рекорд в этом сезоне. В одном продольнике сразу 4 язя. Так, четверг, 18 мая, 9 часов 11 минут. Всем доброго утра, друзья. Время уже 10 час, а мы еще не на реке даже. Собрались, оделись, конечно же, уже позавтракали, все готово, выезжаем на речку. Буквально короткое включение. Пару слов о моей жизни в деревне. Вот ночую, сплю я вот на моем таком маленьком диванчике прямо рядом с картошечкой. Картошечка тут у меня поднялись ямы на проращивание, 3 сорта. И как мы видим, вот она начала уже проклевывается. Ростки пошли. Где-то в начале мая мы подняли, около 2 недель назад. Вот пошли один сорт. Тот сорт с красными ростками, вот они получше, побольше пошли. Раз, два, 3 сорта здесь. 3 сорта картофеля. Там цветы у Валентины. В общем, почему так поздно я выезжаю на проверку утреннюю? Как бы обычно я это делаю в 4, там 3 бывает утро, 5. Да потому что все элементарно. Я вчера поужинал, и прежде чем лечь спать, видите, ноутбук, да, сел работать. И лег только в 3 часу утра. Смонтировал один ролик еще с весновки, потому что мы и так уже отстаем уже недели на 2, наверное, по числам. Если я еще буду пропускать, если будет перерыв в роликах, то я вообще потом не знаю, когда это догоню. Стараемся также совмещать полезное с приятным. Также не забываем про работу на нашем канале, которая тоже занимает немало времени. В среднем монтаж одного ролика, ну, 3-4 часа это минимум составляет. Плюс заливка в интернет. А в деревне у нас еще интернет очень медленный. В общем, позанимался на канале, поработал. Время уже было утро, но поспать тоже надо. Ничего страшного. Что успеем, то успеем. Сейчас на всех парах на речку поднялся небольшой ветер. Но это ладно, сейчас мы все увидим на улице. Поехали. Так, за бортом у нас температура около 17-18 градусов примерно. Циркулат выгорел. И у нас 4-й день продолжается лето. Летняя теплая температура. Травка зеленеет. Каждый день ее становится все больше. Вот уже некоторые кустики вон сантиметров по 15 уже выскочили. 3 дня назад этого еще ничего не было. Была просто вот такая вот серая трава. Как бы надо програблить это все. Вот наши тюльпанчики. Купальница тоже скоро будет цвести. Скоро здесь будет все красиво. Марьямоль вот уже тоже появились ростки. Как ни странно, марьямоль, вот этот марьин корень, как в народе говорят, пробовались семенами пересадить несколько раз, не получается. Вот как моя мама посадила этот куст, так он и растет каждый год, но он не разрастается, и от семян почему-то не растет. Вот. Огороды пока никто еще в деревне не пашет, потому что все знают, что середина мая это не время для посадки картофеля.
черемуха, вот она уже на 18 мая, вот такие уже соцветия получаются, сантиметра по 3, вот такие вот листики. За 4 дня. 4 дня тут даже почек толком не было. Вот это все так, теплая погода все делает очень быстро. Черемуха скоро расцветет и вообще будет красотень. Скоро будет у нас в деревне очень-очень красиво. Поднимается ветерок, это не очень хорошо на реке. Вижу лодку. Славик проверяет. Выше меня у него продольники, пораньше у него вышел. Вчера проверяли мы вместе. Ну ничего страшного. Полчаса туда, полчаса обратно. Да, конечно, сорвется несколько язей. Но что мое, то мое. Погнали. Так, ну вот мы на Матушке Печоре. Выехали. Вода или стоит, или очень-очень медленно прибывает. Поднялся небольшой ветерок. Славик там еще проверяет. Ну что, погнали. Погнали на проверочку. Вот она моя деревня, вот он мой дом родной. Установили. Так, должно видно быть все. Ну что, первый продольник. Вчера ты нам дал налима. Что ты нам подаришь сегодня? Так, что у нас здесь? Небольшая натяжка вроде бы есть, но небольшая. Налима нет, это точно. Вижу ерша. Ёршик. И все. А? Понятно. Ёршта еще дома этих. То теперь останет нас налим, что держит нас. Ну, кукисем точно, как саяканка. Ой, дарлон курса чекиса. А кто секунд же размер сечем же, вече улия свалише дома да курса чекис. Симву гуреш каламада. Ой, дарлон собите канша, то рица ше дома та вече улия собите канаш. Блин, в куртке жарко, без куртки ветер. Не знаешь, как одеться. Текс. Гоп-стоп, зелень. Зеленая бутылочка. А, я знаю, почему рыба не ловится. Потому что у нас сачок-то не приготовлен был. Вот и рыба не попалась. Сейчас мы приготовили сачок, и будет все чок-чок. Ну, опа, опачки. Ну и чё?
Так, что-то вроде бы есть. Ага, язёчек есть. Опять же на последнем крючке. На последнем крючке язёк. Язёчек устал уже болтаться. Отдохнешь сейчас. Опа, опа, о, красавчик какой. О, какой он хороший. Добротный язёк. О, и сошел. На последнем уже держался. О, самый крупный пока в этом сезоне. Здоровяк. Ну вот, сачок приготовили. И рыба есть. Янскадан. Сюда надо будет добавить еще одну бутылочку, потому что вода прибывает и бутылки могут бульк-бульк и утонуть. Ни разу ж так было. А дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Так. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Вода прибывает, очень много грязи, вот травы, листьев несет. И естественно также забиваются черви грязью. Надо почаще как бы проверять, хотя бы раза 3 в день. Но, к сожалению, по времени у нас так не получается. Так, здесь у нас пусто. Что-то сегодня пока не густо. Но видно, что рыба была. Но так как долго не проверяли, видать, сорвалась. Сорвалась. Ну, это только еще начало. Я так надеюсь, что-нибудь да мы поймаем. Так. А здесь у нас натяжка есть, а здесь у нас язёчек. Раз. И есть пацачки. Вот. Не пусто. Так. Нормальный ясь средних размеров. Полезай в уголок. Так, и все. И больше никого не слышно. Не, рыба была. Просто надо было пораньше мне прийти проверять. Ну ладно. Что поймаем, то наше. Я не переживаю. Что-нибудь да все равно останется. Так, что нам даст бочонок? Бочонок, дай же нам налима. Бочонок, сопливого дай. Килограмм на 5 или на 6-7 не надо. Ну его нафиг. Он тут устроит кучки мать, блин. Так. Ну и чё? Блять, не горячо?
друзья. Видит ли он меня? Скоро увидит. И там еще что-то натянуто. Походу еще что-то есть. Ага, есть. Дергает, хорошо дергает. Сейчас сначала этого отцепи. Ух ты, бля, как хорошо ты дергает. Кто там такой-то? Да ёшкин ты кот. Не ушел еще? Да вроде пока сидит. Ага, о, вот это здоровяк. Вот так вот. Вот это уже красавец. Я-то думаю, кто там так дергает. Вот это кабан. Вот этот уже под килограммчик. О. Вот это толстяк. А смотрите, какой хвост у него. Горбатый. Щуки. Уродливых щук ловил. Всяких разных. Это уже больше на карпа или сазана похоже. У нас карп сазан не живет. Вон. Вон какой он большой. А хвост вот такой вот уродливый. В детстве, наверное, щука перекусывала ему или что. Этот хвост. Щуки такие горбатые попадали. А ясь впервые. Вот до плавника. Нормальный ясь, крупный ясь. А хвост недоразвитый. Просто ясь без хвоста, скажем так. Вот так вот, Янскадан. Янскадан. А, красавец. Вот так вот. Ну что. Красота. Хорошая погода. Теплая. Немножко ветерно, это ничего страшного. Весна. Родная деревня. Родные места. Состояние души просто на высоте. Душа поет и радуется. Что-то у нас сегодня бутылочка не клюет. Колесико, колесико. Опа, опа, опа. Ёршик. Ёршик. А у нас здесь ёршик с икрой. И больше ничего. И больше ничего. Опа, 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 опа. И раз. Опа, опа, опа. Вот натяжка хорошая. Налим, друзья, налим, налим. Налим. Бляха, да куда ты пошел? Вот так вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Молодец. Молодец. Так, у меня еще есть зацеп, что ли, но зацепился об кусты. Налим тоже в сачке. Замотал об кусты. Так, вот это да. И зацепился-то не так тоже сильно. Блин, не выпустить бы его.
лучше порвать крючок, чем отпустить налима. Крючок так и так порвется. Фу. Так, ты у нас засранец, не засранец. Этот поменьше, чем вчерашний. Попался за губу. Этот килограмма 1,5, не больше. Вот такой вот налимчик. Но все равно свежатина. Будем надеяться, что ты не обкакаешься сегодня, как твой вчерашний товарищ. Так, это, конечно, хорошо. Блин. Но у нас зацеп. Налимчик закрутил, завертел, завел в кустики. А, все нормально. Опа, у нас еще и язечек. У нас еще и язечек здесь. Раз. Вот так вот. Вот здесь вот оборвали леску. Ничего страшного. Зацепим новую. Вот так вот. Хорошо сработал продольник. Один налим, один язь. Ну, отлично. Отлично, друзья. Отлично. О! А на чем он держался-то у меня? Тоже порвался. А он... Мы даже крючок не потеряли. Вот то, что тут крючок оборвался, он застрял в другом крючке. Вот он, оборванный крючок. Так что мы даже ничего и не потеряли, получается. Сейчас мы его привяжем и все. Поехали дальше. Налимчик приподнял, конечно, настроение. Это очень хорошо. Ух ты, как здесь все запутано. Что-то здесь запутано, что-то здесь было крупное, хорошее. Опа, опа, под мотор ушло. Это не есть хорошо. Опа, даже не под мотор, а куда-то под лодку. В кусты. Так. Закрутили. Завертели. Так, что там у нас такое крупное это было? Что-то дергает. Но это не тот, который завел кусты. Это язь. А тут, походу, что-то было. Так, язь не крупный. Даем ему шанс, которым он не воспользовался. Подвязочек такой. Ну, не пусто, уже хорошо. Но что-то было хорошее. Запутало в кусты все. Что-то было. Блин. Так. Так, что-то у нас здесь есть. Язёк, язёк, язёчек. Язёчек, дружочек. А буйный ты какой? Какой ты буйный. Буйный. Один. Один господин. Хороший язь. Ой, красавчик. Вот такой вот. С крупными язями сразу прибавляется в ведре. О, красавчик. Так, у нас порвался поджопник.
Поджопник порвался. Так, ладно, наживляем, отпускаем. Все как обычно. Ах, ветер, ох, ветер, 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 ветерочек. Хорошо, что южный. Был бы северяк, тут уже волна была бы метровая, наверное. Так, у нас леска здесь опять замотана. Бляха под мотором. Как мне это нравится, когда леска под мотором. Ух ты. Так, язычек. Так, за ним второй. Так, там еще третий. Так, этих двоих сейчас освободим. Так, этот уже ушел. Так. Этот сюда, этот туда. Так, и у нас там еще где-то. Ясь. Вот такой вот ясь. Третий. Бог любит троицу. Отлично, Янскадан. Отлично. Вот такие вот красавцы. Ох, полное брюхо икры. Вот так вот. Вот так вот. Нормальная проверочка. Дальше все как обычно. Наживляем. Отпускаем. Опа. Опачки. Ага. Ого. Натяжка сильная. Похоже на налима. Похоже, друзья, на налима. Так, этого сейчас берем. Раз ясь, два ясь. Вижу 3 язей. Второго взяли. Третьего взяли. Так, и там еще что-то есть. 4-го взяли. 4 яйца, друзья. Рекорд в этом сезоне. В одном продольнике сразу 4 яйца. Раз. Два. И даже ёрш еще один. 4 яйца и ёрш. Вот так вот. 3 и 4. Вот так вот, Янскадан. Пол ведерочка у нас уже есть. Отличный результат. Опа-на. Так. Опачки. Ага. Ты уже здесь, малыш.
Молодец. Первый есть. Так. Есть язычек. И все, что ли? И все. Один на первом крючке, остальные ушли. Ну и то хорошо. Ведерочка растет и ладненько. Что-то есть. Ух ты, язь. Не дойдет, по-любому не дойдет. Слишком буйный. А все, нет, успокоился вроде как. Попробуем. Дошел. Ага, там еще один есть. Там еще один есть. Так, сначала этого освобождаем. Кусочек. Теперь пробуем следующего достать. Вот так вот. Оба на месте. Оба два. Ну вот. Еще плюс. Наша ведерочка Энскаден. И у нас уже пол ведерочка есть, даже немного больше вместе с налимом. Ну куда-то распрыгались. Вот. Это хорошо. Сюда надо тоже привязать вторую бутылочку. Вода идет на подъем. И для подстраховки это что-то она слишком мелкая. Так. Что здесь у нас? О, Энскаден, язёк. Язёчек, дружочек. Раз. Там еще что-то есть. Так, этот язь у нас уже сорвался. Так. Полезай в кузовок, дружок. Ага. Вижу. Вот так вот. Так, еще там третий. Что? Третьему даем шанс, которым он не воспользовался. Три язычка. А мы без крышки сегодня. А уже с ведра выпрыгивают наши язычки, дружочки. Вот так вот, Энскаден. Сидеть. Я сейчас вас с очком укрою. Вот так раз, и нормально. Не дергайтесь. Ну вот. Где один, где два, где 4, ну а где 3.
закончили с утренней проверкой. И сегодняшний улов у нас радует глаз. Это вот 20-литровое ведро, чуть больше половины. Один налим и не знаю сколько штук, но остальное все язи. Пару ёршиков. Вы сами все видели. Кто сказал, что на Печоре рыбы нет? Есть она. Я же говорил, дождемся весны, и мы увидим рыбу на Печоре. Так что, пользуясь моментом, пока идет рыба, пока большая вода, делаем небольшие заготовки. Эту рыбу мы ведер 5 таких, наверное, засолим. Около 5 ведер. Остальное будем замораживать ребра, замораживать фарш на котлеты, делать консервы. В общем, найдем применение, лишь бы рыба ловилась, а мы ее будем ловить и дальше. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.